вечер. Темой нашей сегодня беседы будет историко-культурное наследие Большого Сочи. Как мы понимаем, что регион Большого Сочи имеет очень древнюю, уходящую в глубь веков историю. Естественно, историко-культурно Большой Сочи неразрывно связан с Абхазией, нашим ближайшим соседом. И по большому счету практически все исследования именно в археологии, находки в разных областях находятся в непосредственной близости и полностью коррелируют с многими объектами Абхазии. Поэтому можно, в принципе, воспринимать эти находки и все эти исследования не просто как в узком регионе Большого Сочи, а рассматривать на более широком участке, потому что это все было завязано в один исторический процесс. Ну вот вопросы есть, которые, в общем-то, не в достаточной степени были освещены. Вот, возникают у людей зачастую дополнительные вопросы, как узнать подробности, поэтому я расскажу коротко и максимально доходчиво. Вот камень в Лао, который был найден несколько лет назад, так его назвали Лаупская плита, камень. Ну, это как бы один из памятников мирового уровня, памятник древней письменности. Обстоятельства находки камня весьма интересные. Дело все в том, что про него периодически знали некоторые жители, но информацию о точном расположении камня не давали. Да и фотографий практически хороших не было. Было очень непонятного качества, неудачной съемки. Когда, в конце концов, поступила первая информация, мне об этом сообщил известный в Шапсуге краевед из поселка Большой Кичмай Мадин Хушт. Мадин, мы постоянно общаемся и делимся информацией, поэтому он попросил меня принять участие, привлечь внимание к этому камню, потому что если вещь является письменным памятником абхазо-адыгского всего мира, он не должен валяться где-нибудь на обочине дороги. Такие вещи должны лежать в музее. Вот, я приехал, мы пригласили телевидение, репортаж был по этому поводу. И я осмотрел внимательно этот камень и стал сообщать, соответственно, после этого репортажа во все соответствующие инстанции, кто должен был принять активное участие в том, что этот камень оказался в надежном месте и доступным для изучения исследования. Но, к сожалению, не все инстанции восприняли эту информацию всерьез. Как бы любимая фраза: туристы что-то нацарапали. Ну, маленький есть момент, поскольку у меня так получилось по жизни 3 высших образования. Первое — техническое. Соответственно, я визуально могу высказывать свое заключение, основанное на образовании, о состоянии на камне вот этих вот прорезанных букв, которые на нем были, условно скажем, петроглифов, этих символов. Дело все в том, что любому камню на самом деле миллионы лет. И когда мы говорим о любой надписи на камне, надо смотреть состояние внутри прорезов камня самого. Можем взять древнейший камень, процарапать свежим гвоздем какую-нибудь надпись, и в бороздках будет гладкая абсолютно след, он свежий. А в камнях же на Лаупской плите ветром было в этих буквах уже выйдут камень с годами от снега, от мороза и солнца, он нам вышелушился. То есть видно было сразу, что надпись сделана очень давно. Я не собирался ставить диагноз по датировкам, на это есть специалисты более узкого профиля. Вот. И ситуация свелась к тому, что благодаря усилиям жителей поселка Кичмай пригласили, приехал из Майкопа Лавпачи Нурбек Газизович, с которым очень много лет сотрудничаем, и в очень хороших теплых отношениях. И эта надпись с этого камня, сама вот плита, была перемещена в Майкоп, где сейчас она и хранится. Почему это важно? Это важно по 2 причинам. Во-первых, с научной точки зрения. Если мы будем говорить сейчас, это у нас Лаупская плита, Лао, ведь в книгах по тем временам, описывающим археологию того времени, есть Сухумская плита, так известная, как бы по литературе, есть Майкопская плита, есть находки подобного рода в этом регионе. Но, к сожалению, они не находятся в прямом доступе. В лучшем случае где-то в каком-то центральном музее, в запасниках. А здесь этот памятник древней письменности
теперь находится в Майкопском музее, и все могут прийти, приобщиться, увидеть своими глазами, что это не какой-то фейк. Потому что так устроено, дети ходят в музеи, и они должны это видеть своими глазами, а не плохого качества фотографию в книге. Вот перевод попытался этого камня сделать Нурбек Газизович Лавпаче. Вот, естественно, это древние петроглифы. Это не письменность, там нельзя прочитать прям дословно. Но в целом там текст идет о том, что кто-то, какой-то вот вождь, ушел в мир иной, такой-то луны. Ну, это как типа погребальная памятная надпись. Но на камне, если вы обратите внимание на фотографию, петроглифы двух периодов. То есть петроглифы иероглифического типа, то есть там четко видно знак оленя, там видно солнечную ладью. Ну, кстати, известно всем, что во многих религиях вот эта ладья, она переносила в мир иной. Ну, достаточно к Египту обратиться, а Египет от нас, по большому счету, очень близко. Вот. Поэтому это, похоже, что это была погребальная памятная надпись. Что этот камень делал на обочине дороги, во враге? Ну, не совсем на обочине, его столкнули туда, он лежал во враге полусухом. И почему поспешили вывести? Потому что, ну, хорошие дожди, мы сейчас смотрим телевизор, при хорошем дожде этот камень, плита, пойдет подвижка общая, окажется погребенным, мы вообще никогда не найдем его больше. То есть промедление не надо было делать. Вот. Поэтому, когда мы смотрели склон визуально, я надеюсь, что в перспективе будет официальная археологическая экспедиция в этом месте. Наверху склона, который вот к морю входит, где он был найден, на данный момент видно развалы, но это не курган. Это развалы, непонятные развалы непонятной формы из камня. Таскать на вершину горы просто камень и складывать его в непонятную форму, это по меньшей мере, говорится, ну, нелогично. То есть это что-то было. Чтобы определить, что это было, нужно изыскание. Это может быть оказаться Римской башней, сухой кладки, как было найдено в Архипо-Осиповке. Мы знаем, есть Архипо-Осиповка, в 2012 году были раскопки, вел Мелешко, археолог. Они думали, что там в этом кургане может быть дольмен. Поэтому он, специалист по мегалитическому периоду, вел раскопки. И оказалось, что это Римская башня оказалась. Дело все в том, что у нас есть стереотипы, мы все время думаем, что Рим, все должно быть башня такая, классическая с арками. Нет, ребята, полевые сооружения строили на глиняную раствор, просто глина густая. И камни складывали, из глины собирали, толстые стены. Первый этаж каменный такой, а на нем стояла деревянная башня трехэтажная. И когда произошли определенные события какие-то, гарнизон башни покинул ее, они ее сожгли. Ну, естественно, уходя. Башня обрушилась, все это прогорело. И после этого, извините, почти 2000 лет на этой башне образовывались листья, этот слой гумуса, все это поросло травой, вырастали деревья, которые падали и переворачивали эти камни все. И поэтому визуально просто был курган. Поэтому, говорится, исследования вот этого участка, где найден камень в Лао, они еще все впереди. Ну, если мы говорим про камни, давайте поговорим и про Бытху. Ну, по поводу Бытхи, если вы читаете «Спутник Абхазии», то, наверное, в курсе, что и телевидение показывало вас, что на прошедшем в прошлом году съезде в Елор-Ныхе Советом жрецов был назначен жрец на гору Бытха, на святилище, Берзеков Руслан Заудинович. Потомок известного очень в истории рода Берзек, дворянского. Это как раз тот Берзек, который не уехал в Турцию, а остался на Кавказе. Ну, это потомок, их там, в принципе, целая семья, много линий. Короче, родовое дерево небольшое, но есть. И вот он, говорится, он занимается много лет возрождением убыхской культуры. Вот, в этом плане в Абхазии все в курсе основных движений, которые происходят, к примеру, там на базе Абиги. Но в Сочи тоже события происходят. Они были, Руслан был, и некоторые из жрецов были на Бытхе, на месте, где предполагаемо находилось вот это святилище древнее. Сейчас в простонародье жителей Бытхи это место называется Каменный хаос, каменное урочище.
Ну, почему хаос? Это вся Бытха, кто проезжает Бытху, все, мы видим, ну, местами небольшие камни. А это место разлома горы. Она в одном месте разламывается, и в этом месте гигантские камни. Размерами, ну, больше, чем вся эта студия. Огромные камни, и самый из них интересный камень, ну, народ называет то, что видят, так и говорят. Сырный камень. В нем, в этом огромном камне, как в сыре, огромные такие вот полости, гладкие, как вот в голландском сыре. Вот если посмотрите, вот такой камень. По территории подъемным материалом, просто вот где вот дожди вымывают, часто попадается керамика средневековая. Ну, такая же средневековая керамика, как и в Абхазии, потому что, в принципе, производство этих пифосов и этой посуды, она, в принципе, имела, ну, свои традиции, свои умения, поэтому сразу видно. То есть, естественно, что на священных местах никто не ставит деревни, поэтому, естественно, там этого нет. Рядом есть по склону несколько курганов невысоких. Вот. Поэтому сейчас ситуация такая. В Сочи очень население обеспокоено застройками, которые двигаются в сторону Бытхи. Она была застроена в довольно-таки большом объеме еще в советское время. Там находится санаторная зона. Но это склон, который выходит к морю. А со стороны гор Бытха вся, это большой участок леса. Ну и, как вы понимаете, везде сейчас это происходит. Все хотят поближе к морю построить себе коттеджи. И это происходит везде. Дело не только в одной Бытхе. Но хотелось бы, чтобы Бытху все-таки хоть какой-то фрагмент ее сохранили. Я надеюсь, что вменяемым людям не придет в голову строить, ну, во-первых, на святилище, как бы не совсем это грамотно, а за счет чего святилище образовалось? Я же уже начал говорить. Это разлом горы. Разлом. Она живая, она движется все время. То есть строить там что-то, это как бы выброшенные деньги, во-первых, а во-вторых, риск для жизни. Потому что этот разлом, он идет по всему склону. Кто изучал в этом месте Бытху, он понимает, в чем дело. И, возможно, и поэтому-то и место было выбрано не случайно. Вот она, связь с матушкой-землей. Вот. На самой Бытхе было найдено несколько останков древних поселений еще эпохи Средневековья. Еще в советское время, к сожалению, был уничтожен комплекс, который старожилы вспоминали. Я фотографии сделал остатков этого всего. Это было менгировое. Менгир – это высокие стоячие камни, чтобы было понятно. Условно говоря, все мы знаем самый яркий пример менгиров – это Стоунхендж в Англии. То есть там были колонны каменные, грубо обработанные, это древний период, видимо, которые стояли. В какой последовательности старожилы не припомнят. Но при зачистке территории выравнивания под сад, это был сад в советское время, колхозный, эти камни просто сместили, они лежали внизу во враге, где я их успел сфотографировать. Но в процессе дальнейших застроек я не могу контролировать. А что мы можем сделать с этими камнями, если они смещены вниз по склону, ну, с большой долей вероятности, что теперь место, где они стояли, мы не найдем. Вот. Но, тем не менее, население очень обеспокоено застройками. И Русское географическое общество, сочинское отделение, и инициативные группы постоянно ведут активную борьбу, чтобы сохранить Бытху, часть ее, и как лес, а это легкие микрорайоны. Люди живут. При отсутствии деревьев это же превратится в раскаленный бетонный ад. И, естественно, как культурный объект. Более того, ведутся работы, разрабатывается о том, чтобы там была экскурсионно-пешеходная тропа. То есть, чтобы это место было и присмотрено, а не просто дикий лес. Но тропа к святилищу не выйдет, она будет проходить мимо, потому что подходы очень сложные к нему. То есть простой турист туда тяжело дойти неподготовленному. Потому что просто очень крутой склон, просто так не подойдешь. Ну и хорошо, что так. Вот теперь, коли мы заговорили про мегалитизм, много вопросов возникает про дольмен, который был найден на Шипси. Поселок Шипси, вот, дольмен был покрыт толстым слоем оползня. И это очень хорошо смогло его законсервировать. В чем вопрос? Дело в том, что дольмены, по большому счету, их грабили еще и в те времена, когда их строили. Разбирали, переделывали, одно племя с другим повоевало, разобрали на запчасти, как говорится, этот дольмен, новый построили. Мы по Сочи зафиксировали сейчас
около 400 дольменов по Сочи. В Абхазии немного поменьше, но их еще есть тоже выявлять и выявлять, потому что ну, мы, как при вопросе про абхазские дольмены все сразу вспоминают про эшеры. Потому что он стоит здесь, как говорится, это такая тема, что видим, про то и говорим. Но помимо этого в горах находится большое количество дольменов тоже. И вот те дольмены, что, к примеру, есть в Сочи на Красной Поляне, они же не заканчиваются просто так. Напротив, все мы знаем известное место под названием Псху. Вот в Псху несколько дольменов тоже есть. То есть эта линия идет, этот пояс дольменов, он продолжается дальше в Абхазию и дальше за Азанту. Известные комплексы, помимо азантского дольмена, в селе Отхара. Там шикарный комплекс, один из очень сложных дольменных комплексов, именно в Отхаре. Вот. Теперь вернемся к периоду Шипси, что случилось там. Дольмены грабили, и сейчас приходят простофили и говорят, а он пустой, там ничего нет. Могу сразу вам сказать однозначно. Если вы находите брошенный на улице кошелек, который почистили карманники, вы в нем тоже ничего не найдете. Его уже ограбили. Так и с дольменами. А те редкие дольмены, которые оказались не разграблены, не растасканы, вот они представляют огромный интерес для науки. Когда там сохранилось так, как есть. И я сейчас боюсь перепутать цифру, поэтому, условно скажем так, я так помню, что в дольмене в Шипси было найдено 18 остатков скелетов. 18. То есть это можно сравнить как с родовым склепом. И раскопки проводил, руководил исследованием этим конкретно Виктор Трифонов, известный специалист по дольменам из Петербурга. Я постараюсь не перепутать цифры, но датировка получилась такая, по-моему, там 3200 лет до нашей эры первый, кто был помещен, и последний через 500 лет, соответственно, 2700 лет до нашей эры. 500 лет туда добавляли. Вот. Я люблю людям объяснять иногда на простых сравнениях, так проще понять. Скажем так, если взять этот дольмен, скажем так, первые каменные пирамиды в Египте будут построены на 500 лет позже. То есть в Египте еще каменных сооружений такого рода не строили, а здесь они уже были. В Египте на тот момент хоронили вождей просто в яму, которая была перекрыта досками, бревнами. Все. Это к вопросу о уровне того, что происходило здесь в тот период. Кстати, тут мог быть и климат совсем другой, поэтому гадать сейчас трудно, и у нас нет на это времени. Смысл в том, что в этом дольмене было найдено 18 человек, по-моему. Я иногда просто путаю с дольменом Калихо. Там тоже большое погребение, и я цифры я не стал записывать, я думаю, это не столь важно, 18 или 20. Там были найдены интересные горшочки, ножички, бронзовые. То есть люди того времени уже лили бронзу. Так же, как и здесь. Это, говорится, абсолютно понятно. Дольмен был плиточный, он был примитивный, поскольку очень древний. Почему примитивный? Мы знаем, что дольмены сейчас такие классические, у них в камнях пазы, и камень вставляется в камень, и получается такой сбор, как пазл, накрывается крышей, хорошая толстая стена передняя, вставляется туда втулка. Это классика уже развитая. А дольмен Шипси, он более примитивный. У него, как бы вам сказать, не было пробки, потому что стенки тонкие. Он просто прикрывался плитой. Большой плитой задвигался и стоял таким образом. То есть это ранний очень период в этом вопросе был. Поэтому на данный момент сейчас дольмен этот был в порядке аварийно-спасательных работ, но река могла его смыть. Там же так и произошло. Река этот дольмен вымыла во время половодья из вот этого слоя, которым он был покрыт. И дети пошли когда купаться на речку, когда стало тепло, прибежали с криками «Мама, мама!» Там много мертвых людей лежит в дольмене. Первыми молодцы приехали к дольмену представители нашей полиции. Это правильно. Они взяли на анализы. Вот. Передачи «Жди меня» так и не получилось ни у кого, потому что, когда они осмотрели, родственников искать можно везде. Вот. И вернули обратно все, естественно. Это, реакция была такая. В принципе, они сразу поняли, что на самом деле это никакие не свежие жертвы какого-то маньяка. Вот. Теперь по поводу Красной Поляны. Очень много ходят профанации, зачастую, так сказать, дезинформации. Кому-то поскандалить хочется. Значит, по поводу святилища этого места называется Волчья скала.
Я его наблюдал, ну, наверное, чтобы так не попутать, где-то месяц назад. Значит, после того, как там было сделано целый ряд находок, место было переведено в состояние консервации. То есть все трассы, которые там в том месте сходят, они его обошли стороной. Этот небольшой участок леса, где все находилось, я туда попасть не могу, хотя очень хотел. То есть степени доступа туда перекрыты. Ну, там же везде на Розах хуторе есть охрана, камеры слежения. Поэтому без специального разрешения туда попасть даже нельзя, будь ты специалист или не специалист. Это законсервировано для будущих исследований. Более того, пропуска надо оформлять заранее. И мы пытались попасть на вот конкретно эту Волчью скалу в том месте с очень известным ученым по палеолиту. Это, кстати, ученик Любина, вы знаете Василия Прокофьевича. Кулаков Сергей Александрович, специалист, доктор наук, специалист по каменному веку. Дело в том, что это уникальное место именно тем, что там помимо средневековых находок, уже, говорится, которые относились, судя по всему, к народу Асадзуа, средневековые, там было найдено вещи и вообще интернационально. Это каменное рубило, бифас так называемый, кремниевый, который, по сути дела, делали современные неандертальцы. И вот мы хотели попасть туда вместе с ним. Все, он приехал, мы пришли, охрана говорит, нет, мы вас не пустим. Специальное разрешение, пропуск, все надо согласовать через Москву, Краснодар и так далее. А мы уже пришли. Так что попасть не так легко, и можно не волноваться, что место находится реально охраняется. Конечно же, вы понимаете, что все уникальные вещи, действительно того достойны, они сразу ставятся на охрану, они фиксируются, но жизнь так устроена, что мы везде живем, рождаемся и умираем. То есть, соответственно, да, там есть курганы, которые были исследованы, погребения, но они попали в зону застройки. Но это кладбище, давайте конкретно говорить. Это кладбище эпохи Средневековья. Оно попало под строительство, его исследовали, перенесли останки и продолжили строить. Ведь понимаете, в чем дело? Это практика общепринятая международная. Никто не говорит, естественно, запахивать в поле, но мы не можем не развиваться. Любой город начинает со временем расти. Когда он маленький город, на окраине его кладбище находится, которое через 200 лет оказывается в центре города, как это произошло в самом Сочи. Причем это кладбище было не Убыхское, это было кладбище, где были похоронены переселенцы. И наступил момент, когда он просто оказалось внутри города. Естественно, делается пауза, все остальное по законодательству мы знаем. Через какое-то время оттуда все эксгумируется и переносится в другое место. Потому что иначе мы же живем, это нормально. Да, только делать это надо цивилизованно. Вот о чем разговор идет. А тем не менее, в процессе именно олимпийских археологических разведок были сделаны уникальные открытия. Они до сих пор еще не вошли в широкий доступ. Потому что, понимаете, сухой отчет – это сухой отчет. Его надо перевести на человеческий язык, чтобы люди поняли, о чем разговор идет. По дороге в районе Ахштыря, я про яркие события говорю, были найдены целая группа древних христианских стел, погребальных стел. Это плоский камень, понимаем, да, грубой работы. На одном из них по-гречески написано греческими буквами «пинос», причем буква «Н» уходит вверх и имеет крестик перекрытия, как мачта. Пинос, это символ апостольства. К чему разговор про апостольство? Это ранний период христиан. Причем ни на одном из этих стел нету креста в нашем христианском современном понимании. Понимаете? То есть никаких вариантов, типа как у армян, это хачкар вот со всеми вензелями. Нет. Ранние символы христианства. На одном из них процарапана рыба. А мы знаем, что это один из ранних символов христианства, именно рыба. И эти стелы лежат, а часть стоит, часть упала со временем в районе поселка Ахштырь. Это говорит о чем? Что это просто элементарное подтверждение самой вот этой теории движения христианства. То есть мы знаем, что Симон Канонит и Андрей Первозванный шли через наши территории. И вот мы говорим в данном случае о монастыре на мощах, о храме на мощах Симона Канонита, о келье Симона Канонита. Но мы забываем, что Андрей-то Первозванный пошел дальше. И я говорю, ребята, знаете, интересно говорить просто про такие вот очевидные вещи. Просто надо озвучивать. Что на территории современной России
первые земли, куда ступила нога христианских проповедников, был Большой Сочи. Если говорить сейчас чисто про административное. Потому что, а каким образом Андрей Первозванный мог из Абхазии попасть на Днепр? Только по берегу. И там же в легенде гласит, что на земле Зихов ему удалось избежать смерти, благодаря Божьему провидению. Если отложить трактовку легенд, именно легенд со стороны церкви, легенды, мифы, понятно, это, не знаю, не хотелось бы никак склонять, вот по верованиям. Мы говорим про двух апостолов. Но если воспринимать ситуацию в реалиях, миссионерство везде, во всем мире, это не был один человек, который шел. Это была группа людей, миссионеров, которые несли свою идею. И не исключено, что действительно могли быть проблемы, действительно могло быть противостояние, и действительно кто-то мог погибнуть из них там. И не надо утверждать, что это именно под поселком Ахштыре не погибли. Могло быть несколько таких событий. Это все, мы не можем на машине времени уехать туда. Но есть однозначно вот эти вот артефакты, которые подтверждают это событие. А это очень важно, когда мы не верим в бумажную догму, а когда это можно пойти и убедиться в этом. Хотелось бы подвести небольшой промежуточный итог тому, что было сказано. Вот на данный момент как раз-таки и очень важным является вопросом и важной задачей это сотрудничество между российскими и абхазскими учеными, историками, археологами. Именно в вопросах о сохранении этого уникального историко-культурного наследия, которое находится на нашем побережье. В данном случае, конечно же, можно отметить, в хорошем, правильном смысле слова, что это не только на словах, но и на деле. И пример тому проходящая сейчас конференция, посвященная юбилею Воронова. Это те конференции, которые были до этого. И это те конференции, которые проводятся, организуются в Краснодарском крае, куда всегда мы рады видеть, когда приезжают ученые из Абхазии. Во многом, конечно же, нам подпортил жизнь коронавирус, потому что раньше приезжали делегации из Абхазии по 12 человек, а в связи с коронавирусом, этими проблемами экономическими, сейчас приезжают, но меньше. Надеемся, что никакой вирус, никакие мраморные клопы, бабочки-огневки не смогут нам помешать в наших добрых делах.